Ну, ясно, вот это вот, this party, very dangerous. Yes, why? This smell more strong. Нет, much strong. And bird, как медведь, Birds. beer. Yes. Beer. Beer, yes. Who's walking around? Don't come here. We already have one beer here. No, понятно. Hyvää iltaa. Sellaiselta näyttävät puutarhajuhlat siperialaiseen malliin. Isäntänä itse Siperian karhu Aleksander Karelin. Mutta minkälainen henkilö on maailman paras painija? Mitä hän ajattelee kotimaansa tulevaisuudesta, Venäjän valtaisista talousongelmista, luonnosta tai perheestä? Eli mitä muuta hän on kuin yksi maailman parhaista urheilijoista? Siitä kaikesta puhumme tänään. Ja nyt ei kun hyvää matkaa Novosibirskiin, siperialaiseen miljoonakaupunkiin, noin 3500 kilometriä Helsingistä itäänpäin tapaamaan Karelin ja Regina Raskin opastuksella. Now I am typical Siberian wrestler. Maailmalla Aleksander Karelin on hieman myyttistä mainetta kerännyt kummajainen. Ylivoimainen painija, sielukas jätti, joka kuuntelee klassista musiikkia ja lukee Dostojevskia. Kotikaupungissaan Novosibirskissä Karelin ajaa vähintään kerran päivässä rapistuneelle harjoitussalilleen. Samalle, jossa hän on harjoitellut 13-vuotiaasta saakka ja jossa hän harjoittelee vieläkin 27-vuotiaana yhtenä muiden joukossa. A вот чемпион Волги Нила, Андрей Юрьевич. Это наши гости из Омска. My old opponent. Когда мы были, we was little child. Little. Совсем. We have a match in the first Russian championships, in the final. He and me. Who won? Who win? You. Not of. He have many more chance to the win, and I'm very. Как испугаться? Very fried. Победил. И с этого все и началось. This is first step in this way. But who won? Кто выиграл тогда? I am. С большим трудом. Второй круг. Да, пошли. Кто кого обгонит? Какой он был человеком, когда ему было 13? Ну, 13 лет. Ну, нам, вот, так уже говорить, во-первых, он по своему возрасту отличался от других, то, что, ну, ростом, физическими данными. Все-таки в 13 лет он имел рост 1,78 м, 78 килограмм. Если вот так вот сейчас вот сравнить ребят таких, это уже выделялся для меня, как вот для спорта, в смысле, я пока его видел в этом положении, вот первое впечатление такое, вот здоровый парень, 12 лет, он именно такой вот высокий, мощный, он выделялся, вот именно у него кость такая вот широкая, мощная, пальцы такие, ну, от других ребят он уже тут отличался многим, первое. 7-kiloisena syntyneen Karelinin isä on kuorma-auton kuljettaja, äiti on toimistotyössä. Hänellä on myös nuorempi sisar. Kun maailman tällä hetkellä ylivoimaisimmaksi sanottu urheilija aloitteli painisalilla, asui perhe hyvin alkeellisissa oloissa, yhden huoneen asunnossa, jossa ei ollut mukavuuksia. В основном, я считаю, знаете, ну, это сочетание просто всех его качеств, таких природных качеств, вот, природных, ну, вообще сам по себе такого таланта, работы, ну, трудолюбия огромного.
Вот. Ну, желание утвердиться, ну, быть везде, не только в спорте, а вообще как-то везде, во всем. Ну, лучше, впереди, первым. Собственно, вот это, наверное, сочетание всех этих качеств, наверное, ему дало результат. Русские народные сказки. Это Маша и Медведь называется. Так и написано. Маша и Медведь. А, точно. Вот А это Вася это рыбак и рыбка. Химеры. А, это Клава. Это мы сейчас посмотрим. Я даже не помню, как О, она написано что-то. называется. Вот написано что-то. Сейчас определимся. Тут должно быть. Это Ева. Не Клава, а Ева. А, Ева и Химеры. А это мужик на льве. Это вот очень интересная работа. Ну, у него гамма цветовая такая. Да. Заставляет задуматься о новом. Ну, нежные очень тона такие. Вызывающие. Сам часть сибирской природы. Человек часть же природы, а я часть сибирской. Вот, радуюсь, что не запасная. А значит, очень многое, наверное. Потому что здесь все. Здесь то, как живут люди, тоже, в общем, там теми природными условиями объясняется. Еду ли я когда-нибудь из Новосибирска? Ну, судя по, так сказать, прочитанному в книгах, нельзя, так сказать, гарантировать и прогнозировать что-то очень четко, да, тем более, когда речь идет о, так сказать, каких-то сплетениях судьбы, там, о жизни, о чем-то еще. Но вот пока что я никуда не собираюсь ехать. Siperian karhuksi kutsuttu Karelin suhtautuu kärsivällisesti kysymyksiin kotiseudustaan, jolla on sitkeä maine karkotettujen maanpäällisenä helvettinä. Hän on puhunut myös harjoittelustaan ja harrastuksistaan. Mutta on yksi elämänalue, jota hän ei julkisuudessa halua käsitellä. Я хочу представить гостя нашей передачи, которого вы наверняка все хорошо знаете. Это неоднократный олимпийский чемпион Александр Карелин. Александр, наша передача называется «Телеконкурс «Семья». Скажите, пожалуйста, семья помогает или мешает спортивной карьере? Помогает. А как? Непосредственно. Замечательный ответ. Karelinilla on linnamainen Datsa noin tunnin ajomatkan päässä Novosibirskistä. Hollywoodin filmiosista kieltäytyneellä painijätillä on julkisuuteen hieman ironinen ja hyvin venäläinen suhde. Ну, так скажем, находиться вот в свете вот этой лампы, это не так просто. И это обязывает чему-то. Hän on vasta avioitunut ja saanut pojankin. Ivan on nyt muutaman kuukauden ikäinen. Vielä keskeneräisellä Datsalla on jo varattu huone toistakin lasta varten. Fresh meat. Fresh. Жизнь и борьба. Ну, так скажем. Опять же, если ничего не придумывать, а говорить словами, которые уже давно написаны, прочитаны и забыты, что вся жизнь – это борьба. Сказал, ну, человек довольно-таки заметный для мировой истории. То есть, если его перефразировать немножко, то без борьбы это не жизнь. Поэтому, если уж своими словами говорить, то, наверное, все те процессы, которые в жизни происходят,
и которые процесс там, достижения, познания. Вообще путь жизненный. Все эти процессы, они спроектированы на маленький экран, которым является борцовский ковер. Ну и все то, что его окружает. Единственное, что там все это показано в несколько быстром темпе, ну и, наверное, не столь завуалировано, то есть в несколько таких жестких очертаниях. Такие сравнения были. Игорь Васильевич, добра вам побольше, здоровья, волос погуще, наверное, бросков прогибом обязательно. Чтобы прогиб не забыли сказать. Я об этом прогиб, вы мне прям с вами хорошо одно дело делать, вы вперед забегаете, ложку будете. Значит, прогибом, но без волос тяжело, вы соскальзываете с моста, вас несет куда-то. Karelin on osaksi tämän ajan tuote. Lapsena hän oli pioneereissa, sitten nuorisoliitossa. Mutta yhtä kotonaan hän tuntuu olevan tässä uudessa ajassa nopeiden autojensa ja liikemiesklubinsa kanssa. Хотя я вам скажу одну цифру. Инфляция в России с 4 по 10 января составила 3,7%. С первого, не шутки, с первого числа по... Я говорю за время вот это. Значит, с 1 числа по 12 число инфляция 6,3. Это свидетельство Прайма, а Прайм сообщил представитель правительства России. То есть вот это, да. Так что 15% инфляция может подняться буквально с 1 февраля, это естественно. Значит, идет повышение минимальной, уже решение Думы есть минимальной заработной платы, минимальной пенсии. И буквально сегодня сообщили о повышении цен на горюче-смазочные вещества. С 1 февраля. И Дума с 1 февраля. Да. Так что вы должны, как говорится, вы все бизнесмены, у всех есть дело, значит, должны к этому делу подготовиться. Ну, здесь, в общем-то, если быть до конца честным, я не настолько, наверное, деловой человек. Больше я человек, ну вот это моя формулировка, я не знаю, это вам судить. Наверное, просто-напросто всего того, что жизненная позиция несколько активная. Но по-настоящему, то есть когда человек понимает все процессы, происходящие в бизнесе, об этом я не могу сказать, что я вот настолько грамотный. Твой идеал в спорте? Александр Карелин. Почему? Потому что он знаменитый спортсмен и всегда выигрывает на матах. Карелин. Карелин, почему? Ну, он знаменитый человек. Я хочу быть борцом. Я бы хотел Вольво. Sashan, kuten lähimmät Karelinia kutsuvat, harjoitusvastustaja Andrusha täyttää 28 vuotta. Koska pakkasta on vain 20 astetta, juhlat aloitetaan ulkona grillaamalla shashlikkia. Выходи!
Все типичные русские, я не верю в грандиозное будущее на сегодняшний день, потому что слишком долго мы плутаем. Но в будущее этой страны я, в общем-то, верю искренне, глубоко, наверное. Ну, поэтому я думаю, что у нас все будет нормально, что все это временно. Но в силу того, что если вот маленький человек болеет, он же так пищит и все. Маленький организм, не будем говорить о людях, в общем-то, он так пи-пи. Вот если болеет что-то большое, оно так стонет, и всем это становится плохо, понимаете. И именно в силу этого вот все так и протекает в нашей далеко не маленькой стране, что, ну, наверное, я опять же извиняюсь за пространность своих высказываний, что, наверное, вот эти все экономические сложности, они-то связаны с тем, что вот самоуважение немножко поутратили мы, или совсем его растеряли, и пытаемся следовать какой-то модели. При всем уважении там, к польской шоковой терапии, к американской там, модели развития, к немецкой там, модели денежной реформы, к финской модели производства, я могу сказать, что все это неприемлемо в России, потому что Россия настолько своеобразна и нетипична для всех остальных, что здесь, в общем-то, пути-то они, наверное, непрогнозируемы, так скажем. То есть, в принципе, вот, если бы сейчас мне сказали, вот, определить одним словом, что вот, состояние российское, я бы сказал, наверное, самобытность, прежде всего. И самобытность именно не в том плане, что там наряды, песнопение, культура, она у всех своя. Но вот именно, наверное, законы построения общественные и все остальное. Моя работа является именно борьба, даже не работой, скорее всего, а, наверное, ну, страстью, что ли. Потому что на сегодняшний день именно на этом поприще я добился чего-то. Я здесь я представляю, что откуда исходит. И, так скажем, наверное, в этом и заключается моя жизнь. То есть самые яркие ощущения, эмоции, связанные именно с ковром, а не с чем-то еще. Я только борец, в общем-то. И я не уверен, что я достиг бы чего-то на других поприщах. То есть вот то, что вы видите перед собой, по сути, вот пришел парень в зал, бимбы, он достиг. Но это факт. Факт на сегодняшний день реальный. А кем бы я был, каким бы спортсменом? Да я никем бы не был. Был бы механиком, гайки крутил бы и все. И никогда бы финское телевидение не обратило на меня внимание. Потому что, так сказать, положение, наверное, в котором я оказался из-за того, что тренировался просто-напросто. В общем-то, здесь очень прозаическая причина. Просто потому что меня пригласил, я тренировался, слушал его указания. И вот теперь это положение, в котором я оказался, оно, в общем-то, ко многому обязывает. Хотелось бы просто быть просто Сашей и просто слушать классическую музыку и все остальное.